Это обзор чрезвычайных происшествий в студии Александр Хавренко. В Якутске к 4 годам лишения свободы осужден мужчина, совершивший угон автомобиля, угрожая водителю газовым пистолетом. 24 октября 2019 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвал через приложение InDriver автомобиль, водитель которого, увидев, что клиент не трезв, отказался выполнять заказ. Находясь в салоне, мужчина стал угрожать женщине газобаллонным пневматическим пистолетом, требуя доставить его в микрорайон Марха. Водитель, увидев, что пистолет не игрушечный, испугалась за свою жизнь и здоровье и была вынуждена начать движение к указанному пассажирам адресу. По пути следования водитель пыталась вызвать по телефону помощь и свернуть в сторону отдела полиции, но осужденный неоднократно наводил пистолет в сторону водителя и требовал ехать дальше. Переезжая по улице Аюнского, элемент принудительного снижения скорости транспортных средств, лежачий полицейский, водителю удалось выбежать из автомобиля и вызвать наряд полиции. Согласившись с представленным государственным обвинителем доказательствами, суд назначил по результатам рассмотрения уголовного дела мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 34-летнего местного жителя в краже и разбое. По той же статье обвиняется и его 41-летний подельник. 10 марта 2019 года обвиняемый в подъезде одного из домов по улице Дзержинского увидел, что из одной квартиры вышел мужчина, а входная дверь квартиры осталась приоткрытой, и решил совершить кражу. Проникнув в квартиру, похитил в прихожей женскую сумочку, внутри которой находился кошелек с денежными средствами в сумме 200 рублей, банковские карты, паспорта гражданина Российской Федерации, ключи, дисконтные карты и другие вещи общей стоимостью 9800 рублей. После этого обвиняемый, вступив в сговор со своим знакомым 14 апреля 2019 года, встретили ранее им незнакомого мужчину и по его приглашению пришли к нему в квартиру, где вместе распивали спиртные напитки. В ходе распития один из обвиняемых повалил хозяина квартиры на пол и стал наносить ему удары, после чего он нанес кухонным ножом не менее 4 ударов в спину. В это время второй обвиняемый похитил рюкзак, куртку, футболку, ручку, консервный нож, банковскую карту и сотовый телефон марки Samsung, принадлежащий хозяину квартиры. Общий ущерб, который нанесли хозяину, 19 600 рублей. Под угрозой насилия потерпевший был вынужден сообщить пин-код от банковской карты и пароль от сотового телефона, после чего обвиняемые покинули квартиру. Оба обвиняемых ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности и вместе отбывали наказание в исправительной колонии. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В Мирном вынесен приговор в отношении бывшего менеджера одного из предприятий района за присвоение денежных средств в крупном размере. Подсудимая, являясь менеджером одного из предприятий, имея доступ к денежным средствам, совершила хищение более 500 тысяч рублей. Женщина заключила от имени предприятия недействительные договоры бытовых подрядов, оформила приходные кассовые ордера на денежные средства получения от граждан в качестве оплаты за предоставляемые услуги, но не сдавала их в кассу и присваивала себе, причинив предприятию ущерб в крупном размере. Подсудимую вину в совершенном преступлении не признала. При рассмотрении уголовного дела гособвинителям предоставлены суду неопровержимые доказательства ее виновности. По результатам рассмотрения уголовного дела суд назначил подсудимой наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также ей предстоит возместить ущерб в полном размере. В первый отдел столичной полиции обратилась 58-летняя местная жительница с заявлением о пропаже банковской карты и хищении с нее 2900 рублей. Ранее она посещала со своим ребенком кинотеатр. Дочка заявительницы перед просмотром фильма купила еду и забыла банковскую карту на торговой стойке. По горячим следам сотрудники отдела уголовного розыска установили гражданина, причастного к хищению. Подозреваемым оказался 41-летний мужчина. По его словам, он заметил на стойке в кинотеатре забытую карту и забрал ее себе. Затем он обнаружил, что она оснащена функцией бесконтактной оплаты и использовал ее при покупке алкоголя. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». А в дежурную часть полиции по Мирнинскому району с заявлением о краже обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что с ее банковской карты, которую она потеряла, неизвестные похитили 26,5 тысяч рублей. О пропаже карты потерпевший узнал только после того, как на ее телефон пришло сообщение о снятии указанной суммы. В ходе оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказалась 33-летняя женщина. В день происшествия подозреваемая под прилавком магазина нашла конверт с банковской картой и пин-кодом от нее. Однако вместо того, чтобы отыскать владельца или передать находку работникам магазина, женщина решилась на совершение кражи. Она отправилась в банкомат и сняла всю наличность. Похищенные деньги потратила на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
На этом наш выпуск подошел к концу. С развитием событий следите в следующих выпусках новостей.